Бюджет Ачимчирского района составляет 118 миллионов 320 тысяч рублей, тогда как в прошлом году он был почти вдвое меньше, отметил глава администрации Ачимчирского района Хрипс Джопо, выступая с докладом о состоянии дел в районе. Несмотря на то, что Ачимчирский район, как и прежде, остается дотационным, в этом году из республиканского бюджета получено на 23 миллиона рублей меньше. Хрипс Джопо не без гордости подчеркнул, что в районе многие вопросы были решены за счет местного бюджета. Вместе с тем, из 263 предприятий, зарегистрированных в районе, только 47 являются прибыльными. Появляются и новые предприятия. Так, в виде налогов только от одного из них в бюджет района поступило более 4 миллионов рублей. По словам Джопо, порядка 4000 гектаров земли находится в аренде, но эффективно используется лишь 1000 гектаров. При этом глава района обратил внимание, что хорошие показатели у предприятий по выращиванию огурцов и помидоров. Большую часть своей продукции они реализовали на местном рынке. Популярные горячие источники посетили почти 23 тысячи человек. Предприниматели перечислили 2 миллиона рублей налогов. Хрипс Джопо сообщил, что просьбы сельчан не остаются без внимания руководства страны. Так прокладываются водопроводы в селах Мукучлоу на общую сумму около 50 миллионов рублей. Ремонтируются проселочные дороги, крыши школ, строятся берегоукрепительные дамбы и многое другое. Планируется также пробурить скважины с питьевой водой в 14 селах. Большим событием для жителей района, да и для всех жителей страны, стала прокладка нового асфальтового полотна на республиканской трассе и в городе Ачимчира. Из местного бюджета на помощь жителям района по социальным вопросам выделено 3 миллиона 800 тысяч рублей, а из госбюджета 6 миллионов. Оказывается помощь пострадавшим от последствий недавнего наводнения. В рамках инвестпрограммы меняются линии электропередачи, реконструируются подстанции, устанавливаются новые столбы. При этом Хрипс Джопо констатировал, что общая сумма задолженности населения за потребляемую электроэнергию составляет 115 миллионов 175 тысяч рублей. Рекордсменом является село Мук, жители которого должны Черноморэнерго 28 миллионов рублей. В этой связи президент Абхазии Рауль Хаджиба вновь напомнил о критическом состоянии энергетической отрасли страны и в первую очередь самой плотины Энгургес, которая в ближайшие годы будет закрыта на реконструкцию. И тогда придется закупать электроэнергию в России, где тарифы в разы больше, чем у нас. Хотя в 2015 году российская финансовая помощь не поступила в полном объеме, государство, опираясь на собственный бюджет, изыскало средства на проводимые работы, отметил президент. В условиях все возрастающей инфляции решаются вопросы зарплаты, финансирования здравоохранения, помощи малоимущим, срочных восстановительных работ и прочее. Убрезухан хайзыдзырны уйцас абржайгва айлацажара хаман вааг харахчу халацажун псуху хамадзы арах яратариф по риштахра хвитам аха яратариф зла ола изламачу алла шай хайдгула шай хайдсхыра хайблар ханрзилымка да чужука ара агереха фаакор нырц хайрзилгарани аладзон. Рауль Хаджиба отметил, что продолжая выплачивать большие кредиты России, в числе которых железнодорожные и банковские, руководство страны выделило 200 миллионов рублей на кредитование малого и среднего бизнеса в стране. При этом, как отметил президент, 95% предпринимателей исправно выплачивают проценты. Амрамич Балексия Гухава, Астамургожба, Абхазское телевидение.